В середине XVIII века началась так называемая Семилетняя война, которую Уинстон Черчилль окрестил Первой мировой войной, потому что она проходила в Европе, Азии и Америке. В ходе нее погибло около 2 миллионов человек. Подобного кровопролития мир еще не видел. А все началось из-за спора между Австрией и Пруссией за крошечную область Силезия. Так как в конфликт были вовлечены две коалиции – Австрия, Россия и Франция с одной стороны и Пруссия, Англия и Ганновер с другой, конфликт принял международный характер. Из-за того, что русская армия был дефицит легкой кавалерии, и она не могла противостоять легкой коннице прусской армии, знаменитым прусским гусарам, было принято решение сформировать из калмыков, башкир, мишарей и казанских татар так называемую четырехнародную команду. Историк Семилетней войны Дмитрий Масловский пишет: к 19 июня 1757 года к армии прибыло мещеряков 500, башкир 500, ставропольских крещенных калмыков 500, казанских татар 500. Одежда разнородных была их национальная. Вооружение было самое разнообразное, но, несомненно, как холодное, так и огнестрельное. Было решено башкир вооружить собственным оружием. И вот здесь, кстати, многие башкиры вспомнили о спрятанном, хранящемся огнестрельном оружии. Часть башкира выступила на войну с огнестрельным оружием. Командиром башкирского полка был Тархан и старшина Каратабынской волости Кидрас Мулакаев, живший в ауле Кидрас современного Давлекановского района Республики Башкортостан. А его помощником – башкирский старшина Гирейской волости Тимир Мутин из аула Токтолачук Актанышского района Республики Татарстан. Правительство, кстати, приняло интересную такую меру. Для похода в Европу Елизавета Петровна за свой счет решила эту команду одеть в мундиры. И были пошиты специальные мундиры. У башкир это были мундиры зеленого цвета, у мишарей тоже зеленого, у калмыков красного, у казанских татар синего цвета. Для казанских татар это был единственный случай, кстати, когда они участвовали в боевых действиях, и казанские татары, так сказать, не показали своей воинственности, что ли. Как пишет упомянутый Масловский, все эти разнородные команды оставили по себе память лихих наездников. — 19 августа 1757 года под Гросс-Егерсдорфом состоялось первое сражение между прусской и русской армией. У пруссаков была репутация непобедимых войн. Тем не менее, в состоявшемся сражении победили русские. Четырехнародная команда сначала была в авангарде, а затем была послана для преследования отступающих прусских войск. После победы при Гросс-Егерсдорфе русская армия отошла на зимние квартиры к Кенигсбергу. И вот в процессе отхода русской армии ее отход прикрывала опять-таки четырехнародная команда. Известны документы, когда прусские гусары впервые столкнулись в прямом кавалерийском столкновении с башкирами и калмыками и были ими разбиты. Это было как раз недалеко от Тильзита. И здесь башкирская конница показала свои боевые возможности в том, что она могла на равных состязаться с легкой кавалерией Пруссии, то есть с прусскими гусарами. После кампании 1757 года татары и мишари были отпущены по домам, а башкиры отправились на Оренбургскую пограничную линию, где ожидался прорыв разбитых китайцами джунгар. Калмыки были родственниками западных монголов джунгар. Джунгарское ханство в середине XVIII века пало под ударами Китайской империи Цин. Теперь джунгарская знать лелеяла надежды, что их калмыцкие собратья, покрывшие себя славой на войнах с Крымом, Швецией и Пруссией, вернутся и освободят их от ига китайцев. Как их народ в прусскую и турецкую войны в деле военном искусились, то могут они не только с русскими, но и с китайцами сравниться и отобрать прежнюю свою землю, говорил джунгарский Найон Шерен, призывая калмыков вернуться на историческую родину. И те последовали призыву, так как были недовольны утратой своих вольностей.
А в начале 1771 года около 150 тысяч калмыков сели на коней и стали прорываться в Джунгарию. Царское правительство решило остановить беглецов. Для этой цели оно привлекло казахского хана Нурали. Но тот попросил в помощь башкир. И вот 7 тысяч башкирских воинов бросилось за калмыками в погоню. Правительству нужно было удерживать калмыков в любом случае, потому что границу защищать было некому. Калмыки худо-бедно эту границу защищали. Уход калмыков, по сути, обнажил огромную территорию, через которую могли проникать все кочевники юга. Когда калмыки снялись и начали массово уходить в Джунгарию, власти попытались остановить этот уход. Однако время было упущено, и вот эти команды, направленные из Башкирии, они уже не смогли достичь калмыков. Вновь встал вопрос, а кто будет нести службу на линии? Казаков оренбургских еще было мало, войско только формировалось. Уральских казаков было тоже мало, они закрывали лишь небольшую часть. Поэтому вся тяжесть несения пограничной службы легла полностью на башкир. После бегства большей части народа в Джунгарию, калмыки, оставшиеся на Волге, уже никогда не имели того значения, каковым обладали во времена хана Аюки. В начале 17 века, во время Великой Смуты, польские войска вторглись в пределы русского государства и захватили Москву. Прошло 160 лет. Маятник истории качнулся в другую сторону. И теперь уже русские войска вторгаются в пределы Польши. К уже имеющимся отметкам в послужных списках башкирских тарханов был в Крымском походе, был в Азовском, Шведском, Рижском, Прусском, вскоре добавится был в Польском. Речью Посполитой правил Станислав Понятовский, бывший любовник Екатерины II, послушно шедший в фарватере политики России. Против него восстали польские патриоты. Понятовский, будучи не в силах справиться с мятежниками, обращается за помощью к России. В Польшу вторгаются русские войска под руководством Александра Суворова и наносят им ряд поражений. В это время на юге идет русско-турецкая война, фронту нужны подкрепления. Поэтому командование приняло решение Суворова с регулярными частями отправить против турков на русско-турецкую войну, где, собственно говоря, он и отличился дальше. Оставалась сложность с Польшей. Польша ведь была в тылу русской армии, которая воевала с Турцией. Необходимо было ввести в Польшу какие-то войска. Какие? Вот здесь правительство решило обратиться к башкирам. Была экстренным образом сформирована 3000-я команда башкир, вооруженная и снаряженная за собственный счет. В Польшу необходимо было вывести контингент российских войск для наведения порядка. Польская армия была разбита, но отряды разошлись по разным городам, лесам, начали вести, по сути, партизанскую войну. Это означало, что русская армия должна была раздробить свои силы, по сути, стать гарнизонами по всей территории Польши. Это означало, что регулярные части должны были находиться в Польше в большом объеме, а русско-турецкая война требовала этих частей на юге. Едва закончилась погоня за калмыками, как 13 ноября 1771 года поступил приказ о новой боевой командировке. Ея императорское величество, всемилостивейшее восхотя подать башкирскому войску случай к доказательству своего усердия и ревности к исполнению ея повелений, указать соизволило военной коллегии употребить изоново против польских возмутителей 3000 человек. Оренбургский губернатор Иван Рейнсдорф, 13 ноября 1771 года. Конечно же, польские конфедераты не были возмутителями. Они были патриотами, выступали за укрепление Речи Посполитой и ее самостоятельность. В том, что они подняли восстание против своего короля Станислава Понятовского, марионетки Екатерины, также не было ничего предосудительного. Командиром отряда башкирского войска был назначен старшина улуса Каратанып Кулый Балтачев, чью фамилию носит один из районов Башкортостана – Балтачевский.
На территории Польши и Литвы башкирские воины сражались с партизанами и несли сторожевую службу. «Бери свой быстрый карандаш, рисуй Орловский «Ночь и сечу», писал Пушкин, обращаясь к замечательному художнику-баталисту польского происхождения Александру Орловскому, который оставил множество картин, гравюр и литографий, посвященных башкирским воинам. В работе «Башкир с лошадью» он передает облик воина в походе, одетого в традиционный чекмень и рысью шапку, вооруженного холодным оружием, пикой и луком со стрелами. На акварели «Всадник на рыжей лошади» мы также видим башкира, но уже вооруженного помимо сабли с луком еще и ружьем с сошками. Орловский не аполитичный эстет, любующийся азиатской кавалерией. Трагедия Родины болью отзывается в его сердце, что находит свое отражение в картинах, посвященных подавлению польских восстаний: битва русских и поляков на мосту, штурм Праги, резня в Праге. Прагой называется одно из предместий польской столицы Варшавы. По сути, башкиры смогли полностью нейтрализовать территорию, которая находилась в тылу русской армии, воевавшей с Турцией. Вылавливали польских повстанцев, несли боевые действия по охране больших городов. Командование высоко оценило башкир в этой войне. Многие башкиры получили награды. Вернувшись в Башкирию, ветераны польского похода нашли свою родину в огне пугачевщины. Командование предполагало использовать их в подавлении восстания. Однако большая часть экспедиционного корпуса перешла на сторону мятежников. Верным престолу остался только старшина Кулый Балтачев. Напротив, Юлай Азналин, Каскын Самаров, Рахмангул Иртуганов, являвшиеся трехсотенными командирами, стали пугачевскими полковниками. Опыт боевых действий в польской и прусской кампаниях помог повстанцам успешно противостоять правительственным войскам. Однако массовое участие башкир в пугачевщине заставило правительство крепко задуматься над способами укрощения всего свирепого народа, как говаривал главнокомандующий граф Панин. И решение вскоре будет найдено. Ходили башкиры в Пруссию, ходили в Польшу. В первом походе были недолго, во втором дольше. А дома бунт беспощадный, но не бессмысленный. Емельяном Пугачевым и Салаватом замысленный. Утих мятеж и снова труба зовет. Башкирское войско теперь в финский поход. Пошли полки башкирские в Финляндию. Били там шведов, по пути зашли в Лапландию. Понял король Густав, не победить ему врагов, не уничтожить, не сжечь славный град Петров.